5 лет с появления здесь точки кипения. На самом деле 10 лет с Форсайт флота. Вот. В этом смысле это действительно было, наверное, в стране первое место, где на уровне команды регион начал думать и планировать из будущего. И о чем я хотел бы сказать? Мы, когда говорим, там, форсайт, далекий взгляд в будущее, вот это вот все, на самом деле все, что мы планируем, предсказываем, как правило, происходит гораздо быстрее, чем нам кажется. Это свойство человеческого сознания, когда нам что-то страшно или когда мы во что-то не до конца верим, мы откладываем это подальше. В форсайте мы просто делаем это как бы на шкале времени, вот подальше. Но если мы о чем-то начали думать, если мы начали это осознавать, класть на бумагу, вот думать об этом, то на самом деле это близко. Поэтому, когда мы говорим про 100 лет, 100 лет – это короткий горизонт. Это и всего лишь предполагаемое время жизни наших детей. И дальше, если вы дальше будете, ну, или там время работы атомной станции, да? Но если вы следующий шаг сделаете, вот еще один следующий шаг, вы поймете, а как связана вот эта вот столетняя история и, например, планы строительства того или иного инфраструктурного объекта. Да очень просто. Они связаны напрямую. Вот тот объект, который вы построите, это то, где ваши дети и будут учиться. А если они будут там учиться, они выберут же какую-то профессию. И если у вас есть на вооружении правильный форсайт, и вы понимаете, чему надо учить, и под это делаете этот инфраструктурный объект, то ваши дети будут успешны. А если поколение наших детей будет успешно, то это в том числе будет выражаться в росте социального и финансового капитала. Это значит, что вы будете, что нам будет чем, значит, ремонтировать и строить новые дороги, чем платить пенсии. И поэтому, с одной стороны, всегда говорят, вот точка кипения, как некоторая такая, казалось бы, вещь только про идеи, да? Но вот мы сегодня будем обсуждать мастер-план Якутска, а посмотрите на точку кипения сверху. Представьте себе, что вот эти кружочки – это не только, значит, закипание воды, да, но это появление новых инфраструктурных объектов на карте в разных горизонтах времени, в разных масштабах строительства. Вот каждый из вот этих вот кружочков. И, конечно, можно увидеть, что Якутск и Якутия за последние 5 лет на карте города, да, на карте республики, они становятся настоящими. Они приобретают облик, плоть, кровь, бетон, стекло. Да, и там начинается жизнь. И вот в этой вот связке сначала взгляд в будущее, а потом оказывается, что он предельно конкретен. Что это про то, где будут жить и чем будут заниматься наши дети, да, и дальше это уже завтра или сегодня становится соответствующими инвестиционными планами и планами строительства. И на это надо смотреть именно в таком залоге. Самое глупое, что можно делать, это строить такого рода объекты, не имея долгосрочного взгляда в будущее. Поэтому говорим 100 лет, а внутри понимаем сегодня. Эта логика, она на самом деле абсолютно правильная, абсолютно понятная. А дальше, если люди верят в это будущее, если они его разделяют, а 1700 мероприятий были 50 человек, это значит, это та команда, которая верит в это будущее, которая его разделяет, которая его чувствует. Это значит, что проекты республики, они обречены на успех. Поэтому я очень рад еще раз быть сегодня с вами. Мы смотрим на все, что мы делаем, с одной стороны критически, с другой стороны романтически, да, и это главное как бы вовремя поменять два этих подхода. Вот. Но я надеюсь, что вместе мы сможем спроектировать и следующее поколение инфраструктурных объектов и создавать ту реальность, которая 10 лет назад казалась фантастикой,
5 лет назад казалось романтикой, а сегодня стало суровой реальностью. Спасибо.